познакомились мы на прошлом занятии. Вот. Он сказывает Сокольника на этот распев. А я вот Василия взял, Василия Казимировича. Ходят, вы им тоже тогда скажите, чтобы наливали чай и садились поудобнее. Старенько это будет минут 30, наверное. Ясним очами сам розглядива, тихо смирно рече виговорива. Уж вивоєще бої до князя боєра, ах вивоєще богатирі та сильнеї, а езле поленече да преудалые, а дальние купцы люди торговые, а кто нынче сослужат мне ко служебку, а немалу службу невеликую, съездить бы ему во землю дальную, землю дальную, страну неверную, котому да королю неверному, кабатою сыну Каиманову. Отвести ему да пошлина великая, что которая завалялась за 12 лет,
40 отвести до ясных соколов, 40 отвести до белых крететов, 40 отвести до черных соболей, а еще то 40 жеребцов до синих гривых, 40 отвести до добрых и молодцов, а и 49 благокрасных, штуку отвести до чисто серебра, кипу отвести до красно-золота, мису отвести до скат-ножа матюга. Ох, большие тут хоронятся за средних, средние хоронятся за меньших, а от меньших князю ответу нет. Ай, те воры бояра толстобрюхие, злые подмолвшики да подговорщики, подговорили князя Владимира, да подмолвили до красносоленушика, изрецею не да выговаривали, а у нас бояр да служба явлена, а у всех богатырей надметена, одному то Васеньки не явлена, Касимировичу да не надметена, а на это Владимир был догадливой, наливал чару зелена вина, а немало да невелику в 1,5 ведра, да принапалнивали чашу пива пьяного, а я на закуску то колатик бел крупище той, на заедку турирок да меду сладкого, выходил на середу кирпичет пол, подвигается он перед золот стол, а из речей то он да выговаривает: ух ты, ой, есею далая добрая молодец, а Ероськой сильной могучий богатырь, а Василий владыка Касимирович. Ай, прими-ка ты нынчару зелена вина, послужи-ка ты мне верой правдою, а евочью позавочью да неизменную, а есть ездит ты во землю дальную, землю дальную, страну неверную, котому деку ролю земли неверной, каботую сыну да Каймановичу. Вот везекаему пошли на великая, что которая завалялась за 12 лет, подавая чару обема руками, а берет Василий единой рукой и спевает чару единым духом. А я запиваю тоны пивом и пьяным, заедает тоны медом сладким.
бел крупеститым колатиком закусыват, а за чаркой речевый говориеват. И шо сколько рад я этой чарочки пить, вдвое-втрое рада я князю сложить. Ах, князю сложить, хоть и голову сложить. Говорит Владимир стольнёкий-еськой, много ли тебе надо кораблей черленных? Много ли тебе надо сильных да богатырей? Много ли тебе надо золотой казны? Отвечает Василий Касимирович, мне немного надо кораблей черленных, да немного сильнее их богатырей. А не надо мне до золота казна, только дай один черлен корабличок, а еще мне двух братьев называных, а первого то по Танюшку Охромова, а другого то Микиту Преширокого. А еже говорит Василий Касимирович, ай же ты, дружинушка хоробрая, а хоробра дружина заговоренная, а пойдемте мы во церкву Божию, да помолимся да Господу Богу. А е спасу тому да Содержителю, да пречудной Матери Богородичи, да Миколушки мы свет мужецкому. Вот приходят ребята со Божьей церкви, а заходят они на черленый корабль. На 4 долгие стороны поклоняются, а я князю со княгиною на особицу. А прощай наш батюшко, да ты, Владимир князь, а прощай княгина мать Апраксия, да прощайте русские могучие богатыри, да прощайте вы все люди добрые, ай не бывать нам нонче на святой Руси, не видать нам славной стольной Киевград, не слыхать нам звону колоколеняго, не слушать петья-четья церковного. Вот и стали, ребятка, собирайтесь, все сподобляйтесь. А Василий нонче стал ко парусу, а Потанюшка достал ко якорю, а Микитушка то стал ко вороту. Обирали сходинки дубовые, положили сходни вдоль по кораблю, вынимали якори булатыные, распускали парусочки да канифасные, побежали они да по синему морю. Дал им Бог и тишины пособные, ай бежат они до день до вечера, а со вечера до белу свету, а и так бежали трое суточки, ай забежали они тут в быстрое субой.
кобыличок помет. Ты, Ватя, и стала пометывать побра. Сывать, ты, Васенька, да тут нау. Ножи пала потанюшка, да тот поду. Ножи пал, а Микитушка стоит у ворота. А и вороту мы принапыравливать. Парусотики да приюдя рыживат. Вот теперь бежали тот быстрой собой. Забежали во тихие летные гавани. А его те пристаня да корабельные. Вот и опустили парусочки да канифасные, да выметывали якори булатные, да исходни склали кончом на берег. Вот идут они, ребятушка, к огороду, а вот те полаты белокаменные. А заходят они да на круто крыльцо, под ема ступеньки прогинаются, а перелица да все шатается. Вот заходят они в светлую горенку, говорят они, ребята, до такого слова. Ой же ты, царишо, обатуешо, а прими-ка ты-то пошлина великая, от того от города, от Киева, от ласкавого князя Владимира, что которая пошлина да за 12 лет. Принимай-ка 40 ясных соколов, принимай-ка 40 белых кречетов, а другие 40 черных соболей. Ай, принимай-ка нонче 40 жеребцов, а этих ли жеребцов да синегривых. Принимай-ка еще до 40 добрых молодцов, а еще до 40 красных девичей. А екипу принимай да чисто серебра, а и штуку принимай и красно-золото, да и месу принимай скат на жемчугом. Говорит царишо, обатуешо, ах вы воесию дали добрые молодцы, ай сослужите-ка вы мне да ночи служобка, как сослужите приму я пошлина, не сослужите сниму вам головы, а и если у вас таковы молодцы ученые, с моим оборчами поборотище. Говорит Василий Касимирович, ай же ты, цариша, обатуешо, кабы знал науки ваши царские, а привез бы молодцов ученых, с вашими борцами поборотище, а то перече надеюсь на Господа, на пречестную Матерь Богородицу, на Миколушку да свет Можевского, а еще на брата да названого, на того потанюшку охромого. И вот пошли ребята в чистополю, а царишо нонче обатуешо,
Отбирал и он до 30 лучших борцов, а из 30-то он десяточек, а из десяточка до 3 он самый лучший их. Вот и говорит Василий Касимирович: ох ты, во, если по Танюшка хоромеликай, сможешь ли с борчами поборотище, а и сможешь ли с царскими да поводитище. Говорит на то по Танюшка хоромеликай: как велишь мне с ними поборотище, поборотище да поводитище. Со 3 ли вдруг аль поединому? Ай же ты, Танюшка хроменькой, когда есть тебе та сила богатырская, когда чувствуешь удачу да молодецкую, так бери всех 3 ты за единого. Вот и стал Танька подвигатися, а на правую ножечку припадывать, а на левую ножечку приплясывать. Подходил и он к борчам кочаровские, у потаньки очи помотилище, а горячие слезы покатилище, а могучие плечи расходилище, а ретево кровь распалилась, молодецко сердце разъярилось, а я взял и он борча дал правую руку, а другого-то он взял дал левую руку, а 3-го-то он брал в ухабочку, а я выснял их до выше головы, освистнул их до сырую мать землю, а и тут им смерти случилось. Ай, говорит Танюшка хроменькой, а и что же это за борчи таки? А у нас в Стольном граде Киеве у ласкового князя у Владимира, а и только мало ребята с такими водятся. Говорит Василий Касимирович, а кричит, зычит он громким голосом: ай же ты, царишо, обатуишо, принимай-ка нонче у нас пошлина, отпускаю далых добрых и молодцев, ай по свою страну к нашему князю, да без боя, без драки, без кроволития. Не устали? Передышка, может? Нет? Говорит царишо, обатуешо, ах вы воясе дали добрые молодцы, сослужите мне 2-я службочка, как сослужите, так приму я пошлина, не сослужите, сниму вам головы, а если у вас да молодцы ученые, с моими стрельцами поводитесь, говорит Василий Касимирович, кабы знал науки ваши
царские. Я привез бы вам до молодцей ученых, с вашими встречами поводитесь, а то беречи надеюсь на Господа, на того ли спаса все Держителя, да на чудную Матерь Богородицу, на Миколушку свет Моженского, айда на второго брата дна названого, на Микитушку да преширокого. А вот несут тутари да свой тугой лук, о, будет конец встречить татаровей, о, другой конец встречить татаровей, о, середочку встречить татаровей. А и бросили тот лук да на сыру землю, так задорожала матушка сыра земля. А несут и стрелочку каленую, а несут и тридцать татаровей. Нанесут тетивочку шелковую, а несут и тридцать татаровей. Вот подходит Микита к тому луку, а я брал его да левую руку, а я брал тетивкову правую руку, а опер один конец да сыру землю, а другой конец прижал коленом правым. А тот тогой лук да разломил и сенонь, разлетелся он во мелкие дребезги. Дребезгами убило 100 татаровей, говорят Микита преширокие. А я что же у вас из-за луки такой, а в нашем стольном граде Киеве у ласкового князя, у Владимира, а такими луками только бабы шерсти бьют. Вот говорит Василий Касимирович, он кричит, зычит и громким голосом: ай же ты, цариша, абатуиша, принимай-ка пошлина великая, отпускай ты нас, удалых молодцев, да без бою, без драки, без кроволития, во свою землю ко нашему князю. Говорит цариша, абатуиша, сослужите мне третья служебка. А если у вас дам, как сослужите службу, прямую пошлина, не сослужите, сниму вам головы. Если у вас молодцы ученые, на моих-то конниках поездите. Говорит Василий Касимирович, кабы знал науки ваши царские, я привез бы молодцев ученых, на ваших жрецах и поездите. А теперь надеюсь и на Господа, на того ли спаса Содружителя, на пречудную Матерь Богородицу, да на того Миколушку мужеского, а еще на себя на добромолодця. Вот ведут того жеребца, да не ученого, не ученого он и не седланого, а ведут его на цепи железной, а вели его
вечить татаровей. Вот подходит Василий Касимирович, котому жеребцику не ежану. Його здали, обседлали он жеребцика, поскакали он по роздолицу чисту полю. Тут немало время-то миновалось, а пошел жеребцик с тупцой бродовою. Говорит Василий Касимирович, забирайте вашего жеребчика, пока не заездил его до смерти, пока не загнал его до пропасти. А в нашем стольном граде Киеве у ласкового князя Владимира, а на этих тут-то на таких жеребциках только старые старушки ездят и по миру. Говорит Василий Касимирович, ай же ты, царишо, абатуишо, принимай-ка пошлина великая, шо которая завалилась за 12 лет. Отпусти ты нас, удалых и добрых и молодцов, да без драки, без боя, без кроволития. Говорит цариша Абатуишо, я теперь готов да принять пошлина, аж за той со радости великой. А еде Василий ко мне в палаты царские, поиграем мы с тобой во мелкие шахматы. Вот пошел Василий Касимирович, а если играть во мелкие шахматы, да вот его пешочки воловые, а воловые пешочки точеные. Вот приносят тут доску залезную. Первый раз ступили, царь не доступил, другой раз ступили, царь переступил, третий раз ступили, царю никуды, а свалился с доски-то он залезной. Поглядел Василий Касимирович, а вот у кошечко косевчето, а вот у роздольється чисто поле, а в полюшке данный черным и черно, а нашла-то силушка неверная, хоть отбить его братцев называных. Говорит Василий Касимирович, что же я сижу да ныне на шо гляжу, выдаю своих братцев называных. Он схватил цариша за черные кудря, подымал его до выше буйной головы, а свистнул его до кирпичный пол. Тут царишу да было конетенье, и шибрал он ту доску залезную, а метал я его в дверь дубовую, а и выше в двери свободы вериной. Выходил Василий на улицу, он схватил тополя чубуевую, а которая была да потяжелейше всех. Вот и стал по селушке похаживать, ой, осталось селушку похаживать, а вперед махнет, там ляжет улочка, поворот дает все переулками. А
а и тот веки тушка широкие, а схватила туго лука дребезгу, а которая была подольше всех, а и стала дребезгой помахивать, да и стал по селушке похаживать, а вперед махнет, там ляжет улочка, а назад махнет все переулыками. А этот потаня наша хроменькой, он схватил поганого татарина, а который татарин был потолыше всех. Вот и стал татарином помахивать, ой, и стал по селе той похаживать. Он вперед махает, тут и улочка, а поворот дает все переулыками. Из речей потаня выговаривать, жиловат собака, да не порвище, а кослив татарин не разломище, ведь жило на жило не порывается, а ей кость на кость да не ломается. Вот и беле зралися чили суточки, не певаючись, да не їдаючись, и на малый час отдоху да не имеючись, и прибились ложку неверную, не оставили то ей на семена, оставили только довести повести. И пришли ребята на черлены карать, а исподобляются да сурежаются, а и Васейка тут стал парусом, а потанюшка где стал корью, а Микитушка тут стал вороту. Убирались сходинки дубовые, да и склали сходни вдоль по кораблю, да вымали карибулатные, да распустили парусочки канифасные. Побежали ребята по батюшку синему морю, а и дал им Бог и тишины пособной. Скоро добежали к граду Киеву. И вот походят ребята в Божию церкву, а и Господу Богу да помолитесь, а и спасоне да Содружителю, да пречудной матери то Богородицы, а и Миколушке да свет мужецкому. А потом идут в Гриню княжонецкую, рассказали Владимиру да про подеишо, предложили поездку молодечикую, да вернули посылку княженецкую. А содой со радости великой заводился у князя доконынь почесен пир, а столование, братцы, было пированье. Пировали, столовали трое суточки. Что мог? Вот это про Василия. Кто впервые слышал былины, какие впечатления у вас?